Несколько недель на избирательном участке 303 так и кипела работа. Представители УИКа признаются, чтобы в кратчайшие сроки закончить работу, они привлекли помощь в виде дополнительных рук своих коллег. Но сейчас беспокоиться не о чем, все готово, чтобы избиратели уже могли отдать свои голоса. Избирательный участок полностью готов к принятию для голосования, для того, чтобы наши жители проголосовали за поправки в Конституцию Российской Федерации. Мы ждем всех и пригласили, для того, чтобы подготовить наш участок, мы пригласили наших сотрудников, коллег, активно пришли и поэтапно кто-то одну работу выполнил, кто-то другую, чтобы вот у нас не было скопления в связи с коронавирусной инфекцией. А вот на 302-м участке напоминает, что беспокоиться о безопасности в связи с пандемией коронавируса не стоит. Здесь предусмотрены все рекомендации Роспотребнадзора и необходимые санитарные нормы. Каждому голосующему будет вручен еще при входе весь необходимый пакет средств защиты. Очень ярко будет показано, как войти и как пройти через второй ход и выйти из здания. И прежде чем направить людей на голосование, естественно, мы бесконтактным вот таким вот термометром измеряем температуру входящего. Выдается одноразовые у нас перчатки, одноразовая, конечно же, ручка, которую будет использовать только один голосующий, это маска. И предоставляем два вида антисептика, то есть это гелевая форма и жидкая на выбор голосующего жителя. Далее принимаем все вот эти вот меры и провожаем уже к пункту голосования. Как заявляют представители УИКа, на базе лицея города Магаз готовиться к голосованию они начали заранее. К работе они также подключили своих учащихся всех возрастов без исключения. Ребятам дали полную творческую свободу для того, чтобы те смогли по-своему агитировать население прийти на выборы. Среди обучающихся мы провели конкурс рисунков на патриотическую тему, на тему по голосованию, по поправкам в Конституцию. И обучающиеся нам принесли, причем приняли участие обучающиеся всех классов, они нам принесли рисунки. Вот сейчас эту выставку мы готовим, лучшие работы мы выставим здесь на стенде, и уже с завтрашнего дня, завтра мы с вами знаем, что это первый день голосования, эти рисунки, они будут здесь выставлены на всеобщее обозрение, лучшие рисунки, скажем так. Также мы провели конкурс «Патриотическая песня», это был онлайн-конкурс, и дети скидывали нам на почту свои фонограммы своих песен, видеоролики. Мы смонтировали общий ролик, который будет у нас и здесь вот на экране транслироваться, тоже с завтрашнего дня, чтобы те, кто приходит к нам на голосование, они могли немножко отвлечься, посмотреть. Всего на 302-м участке планируют принять свыше 700 избирателей. Также не стоит забывать о выездном голосовании, где будут использоваться специальные пронумерованные переносные ящики. Право на такую заявку получают те, кто не может явиться в помещение для голосования по состоянию здоровья или же по причине инвалидности. В общем, проголосовать можно, выбрав оптимальный для себя способ. Прийти на участок, принять избирательную комиссию дома или же отдать голос в режиме онлайн на сайте. Хава Газикова, Новости 24.